Деловой клуб 16 – это рождение у нас на Варварке 14. Мы повстречались и обсуждали этот вопрос с Кузьминым Валерием Владимировичем. Это бывший секретарь комсомольской организации «Набережных Челнов», бывший секретарь обкома комсомола Татарстана, первый секретарь Зеленодольского горкома партии. Ну и потом он тоже также переехал сюда, в Москву, чуть раньше меня. И когда мы с ним повстречались, и когда уже я начал осуществлять программу открытия ресторанов, открытия магазинов, то есть у нас появилась какая-то такая зона, где можно было встречаться. Ну и вот в одной из встреч мы с ним вдвоем, обсуждая этот вопрос, я говорю, ну, как-то вот давай, мы тут земляков очень много, потому что их, получается, где-то встречаешь, но это как бы стихийно. И потом узнаешь, он говорит, а я не знаю, кто где там еще. Я говорю, ну я тоже, допустим, с нефтяником не встречаюсь, в медицине не встречаюсь, и, в принципе, в торговле у нас не особо, тут уже много земляков было. А Валерий Владимирович, он больше по химии, по нефтехимии. Я говорю, давай объединим. И когда мы приняли с ним решение, мы с ним принимали вдвоем решение по созданию этого клуба, и когда начал он обзванивать своих бывших комсомольцев, которые уже в Москве находятся, я там тоже начал своих. И получается, где-то на первом этапе около 100 человек мы просто выявили, ну не то что выявили, ну как бы соединились. Пригласили в наш ресторан, мой ресторан, и первая встреча произошла. И она была такая, знаете, вообще, как бы вот люди по 10, по 15, 20 лет, которые были приглашены работать в Москву, между собой не общались. То есть разные министерства, и не было никаких отношений. Ну, допустим, каждое министерство имеет свое, там они между собой говорят, допустим, скажем, нефтяники работают с нефтяником Татарстана, допустим. Здесь они с медициной ни с кем не работают. И когда мы вот так собрали, но это больше Валерий Владимирович, он все-таки комсомол все прошли наш, я-то там не столько был, в Татарстане, в комсомольской работе занимался. Ну, то есть получилось, вот первую встречу мы организовали около 100 человек, и все, в общем-то, были довольны тем, что наконец-то кто-то нас собрал. И поэтому, когда уже вторую встречу мы уже, то эти ребята, которые с нами первую встречу проводили, они уже еще пригласили тех, кого они знают. То есть круг стал расширяться. То есть это клуб деловых людей, будем говорить, Татарстана, или, Татарстан, теперь уже можно смело говорить, те, которые работали в Татарстане, приехали в Москву, и мы их начали объединять. И уже вторая встреча была, те, которых мы первый раз пригласили, они по одному, по двум уже приглашать начали. Но уровень был очень знаковый, то есть это были на уровне министров, замминистров, ну и руководителей. То есть тут всех собрать невозможно было. Флагом стал наш уже через 2 года Табеев Фикрат Ахмеджанович, который вернулся из Афганистана и был первый заместитель правительства России. И когда мы узнали, что он уже здесь, я к нему напросился на прием. Я, как раньше комсомолец, только сидел в зале и слушал его выступление как партийный руководитель нашей республики, то когда я ему позвонил по этому телефону и хотел с ним просто встретиться, он говорит, я уже слышал о тебе, ты молодец, ты хорошую должность занимаешь, и я буду рад тебя встретить. Ну и когда я к нему уже пришел в Белый дом, он работал в Белом доме, первый заместитель председателя Совета министров нашей России, он меня принял очень хорошо, я ему рассказал, чем я занимаюсь, и рассказал об этой нашей организации, нашем клубе, который есть. Я говорю, мы хотели бы, конечно, вас тоже пригласить, чтобы вы возглавили, потому что вы наш флагман. Все. Он говорит, нет вопросов.
То есть и он дал согласие, и уже в следующую встречу, которую мы проводили в нашем ресторане, то уже как бы я его представил, что вот это наш знаковый человек, знаменитый. Он имеет 5 орденов Ленина. Ни у кого в нашей стране нет 5 орденов Ленина, которые имеет Табеев. И, конечно, все наши земляки потянулись в наш клуб, ну, просто хотя бы увидеть и повстречаться с ними. Но так как у меня тут было, ну, 150-200 мест, то есть я, ну, в 2 месяца раз собирал, вот, ну, Валерий Владимирович, конечно, он и я, мы как бы собирали вот этих людей, которые так постепенно как бы наращивались. То есть если было 100, потом 200, но они не каждый раз мы их приглашали всех, допустим. И таким образом, в общем, получилось, что где-то, ну, около, я думаю, 400-500 человек мы объединили вот в это. Но это руководители, то есть это не просто тут наши земляки, которых тут очень много, это руководители. То есть я хочу сказать, много очень руководителей в наших министерствах в Москве, которые наши земляки, которые годами не встречались. Ну, вот мы здесь это объединили. Ну и процесс этот, когда Табеев уже был наш флагман, конечно, все стремились на эту встречу. Но эти встречи проходили таким образом. Я накрывал стол, никто ничего не платил, этого не нужно было. Нужно было просто общение. Столы у нас были хорошие, с татарской кухней совсем. У меня специалисты, ресторан «Китай-город», у нас специалисты приезжали из Казани вахтовым методом. То есть это были лучшие специалисты, повара. Они неделю работали, неделю отдыхали и приезжали. То есть это были лучшие специалисты из Татарстана. И поэтому для наших земляков то, что мы там готовили, они готовили, было это приятно с точки зрения, ну, просто и питания. То есть мы как бы соединили наших знаковых людей, и в то же время они приходили сюда и, в общем-то, получали удовлетворение от питания и от встречи с Табеевым. Табеев – это наша легенда, который, в общем-то, был наш флагман. Но сейчас время-то меняется, поэтому мы пригласили на одну из встреч нашего Рустема. Вот, он очень хорошо откликнулся на эту встречу и потом стал нашим постоянным уже членом. Ну и потом, так как мы уже и Валерий Владимирович, ну, Табеева уже нет, и Валерий Владимирович, мы его, конечно, просто попросили, чтобы он возглавил и продолжил вот эту деятельность клуба 16. Он это делает, причем это делает очень хорошо, красиво и достойно. Так как он начал активно, так сказать, участвовать в этой кампании, я его познакомил с Табеевым. Вот видите, вот здесь вот, эта же фотография, она очень знаковая. Видите, как и он здесь, и все, и Марат Хуснуллин. Это, ну, будем говорить так, я их приглашал, они были у нас в гостях и получали удовлетворение от этой встречи. Не потому, что там что-то... Здесь, как правило, не было никаких вопросов, каких-то решений, собственных вопросов, или промышленности, или производства, или этих предпринимательской деятельности. Здесь были встречи друзей. Дело как бы идет, живет, и нас это только радует. И меня, Валерия Владимировича, потому что, ну, я встречаюсь с ним и видя, как он эту всю работу большую проводит, ну, мне только остается пожелать удачи, чтобы этот клуб сохранился, чтобы дальше он также продолжал жить. Ну и в то же время на основании того, что вот я тоже сказал, он объединяет, ну, сейчас Рустам еще больше сделал, чем мы. Если мы говорили о том, что мы собирали, вот, встречались с руководителем, то все сейчас и с молодежью, и с военнослужащими, все, ну, молодец. Я ему очень благодарен, и дай Бог, чтобы вот это движение продолжалось и двигалось дальше.